Всем привет из Сыктывкара. Брожу по городу сегодня. Уже вечереет. Целый день уже находился в городе. И дай, думаю, поснимаю. Лиственница. Центральная дорога. Улица Коммунистическая. Лиственница, конечно, сейчас летом, как сказать, зеленая. Она, знаете, вот с осени до весны, потом иголки выпадают и некрасиво смотрится. Вроде масочный режим отменили, никто уже не в масках не ходит. Заходил в аптеку. В аптеке все есть тут. У нас, конечно, в глубинке там чуть-чуть другая жизнь. Тут Аврора, торговые центры. Еще, видимо, не все открылись. Немножко стесняюсь комментировать. Очень тяжело, когда на тебя смотрят десятки людей. Суетливо тут. Вот так и живут тут. Торговый центр Парма. Хреновый телефон, такой функции нету, чтобы, скажем, экран перевернуть. Надо круговую вертеть с этот смартфон. Так, ну что тут? Вот, ребята, я сейчас иду, смотрю на людей и, короче, у всех своя жизнь, свои проблемы, решают как могут. Подростки еще не знают там проблемы жизни, за все проблемы у них решают родители. А жизнь, она такая штука, что очень даже непросто. Магазин «Охотник». «Охотник Актив». Что-то говорят, скидки у них хорошие. Но ни разу тут я патроны ничего не брал еще.
И каждый 20 метров аптека. С одной стороны дороги, вон, смотрите, 2 или 3 аптеки. С этой стороны тоже 2 аптеки. Дальше 50 метров пройдешь, опять аптеки. Вон там дали видно. Да. Брожу пешком, машину оставил. Прогуляюсь, я думаю. Сегодня с ночевкой я тут. Придется переночевать. Так, где-то все для дома еще должно быть магазин. Или я уже проскочил. Надо бы туда еще зайти. Нерешенный вопрос у меня сегодня остался. Короче, я прикупил новую раковину. И оказался он без отверстия в раковине под смеситель. Сегодня у меня проблема такая, что я нигде не нашел, где это отверстие делают. Куда не звонил, куда не заходил, везде один ответ: тут мы не делаем. Не знаю, как быть. Мы, деревенские, очень отличаемся от городских. Стеснительные. Сразу видно, вот встречаю вот человека, идет навстречу, и видно сразу, что человек из глубинки деревни или же городской. Городские все-таки без комплексов, одеты как-то, ну, я не знаю, как деревенские так не одеваются. Гостиница Сыктывкар. Сегодня также прикупил цемент на первую избу для ремонта. И в этом магазине, где я брал цемент, там встретились с подписчиком. Ну, и до этого я встречался уже с ним. Очень приятно было. Пообщались, показал свои уловы. Тоже рыбак-охотник. И заодно смотрит мой канал. Короче, я уже подхожу до ЖД вокзала Сыктывкар. Прошелся по центральной улице, но толком сантехники, магазинов тут нету. Ладно, идем дальше. О, Лада. Сейчас зайду в магазин. Рыбачки с нами. Если открыто там. Много интересного тут, оказывается, тоже есть. Редко сюда захожу. Если он держит, он будет всегда держать, потому что бывает, если роняет, чуть-чуть.
Простой. Вот так вот просто, да. Вкусно, желатинчик. Ну, может быть, не знаю, но вот я говорю, мы специально вот этот у Лорпе, получается, покупали вот этот клей. Прям замешивали, реально мешаешь, потом вот так крутили Не, ну он просто. может становиться. Дали постоять. Желатин, он специально вот именно вот для этого и есть. Ну, не знаю, каждое свое, конечно. На, Ну, попробуй. Я понял, что потом на кольцо лучше всего перец покупаешь. Вот так. Он реально долго с комбикормом. Там перец есть у вас? Да, есть. Клубника и еще какой-то сливовый. Так, у меня замешано на клубнике. В среду хочу поехать. По бокам тримаранное дно, то есть стоишь и по факту у тебя упор постоянно есть. То есть мы вот с нее стоя рыбачишь вообще спокойно как бы. Не знаю, никаких проблем я вообще не вижу. Вот, на 3,70 сейчас 9,9. Интересный магазин, оказывается, тут очень много чего. Встретил знакомого, тоже блогер, снимает свои видео, рыбалку, пообщались. Такие дела. Ну вот и ЖД вокзал Сыктывкар. Солнце, конечно, ярко светит. Сейчас перейдем и дальше пойдем. Такой кружочек сделаю, прогуляюсь. Ну и завтра буду здесь встречать своего сына. Приезжает Денис с Питера. Так что с ночевкой здесь в городе. Переночую и завтра домой. Прикупил квас. Стаканчиками не продает из-за карантина. Запретили, говорит, стаканчики. И вот такая пол-литровая посуда, бутылка, 21 рубль стоит кваса. Газа маловато, очень вкусно. Сур покомый. Жажду удаляет. Иду, короче, уже по Морозовой улице. Здесь меньше солнца попадает тоже. Очень много деревьев, тень. Ну, прогуляться самое то. Вроде в городе нахожусь, а бывает иногда проблемы не могу решить свои. Понимаю, если в селе что-то, какое-то сверло нету или еще какой-то инструмент. А по городу ходишь, какое-то отверстие нужно 35 по 35 просверлить и нигде не сверлят. Тоже херня такая. Вот такое кино. Короче, сегодня сериал у меня, как вы поняли, уже не будет. Завтра, если все нормально, может, выложу очередную серию. А сегодня вот такая прогулка по Сыктывкару, по городу. И тут меньше людей, безлюдно. Пью квас. Вкусно. Короче, прошел мимо военного гарнизона. Войсковая часть там стоит.
даже немножко поснимал. Но военные меня увидели и пришлось удалить этот файл. Ну, нельзя снимать, оказывается. Запрещено. Вот такие дела. Да и думаю, видео буду заканчивать. Прогулялся я по городу. Может, еще куда-нибудь схожу, но на этом все. Всем пока. И ждите новые фильмы, новые серии.